Далекий северный поселок живет своей жизнью. Когда-то красивый и многолюдный, после перестройки потерявший многие градообразующие предприятия, внешне сегодня больше похож на вахтовый. Здесь живут семьи золотодобытчиков, в большинстве своем работники бюджетной сферы. В поселке 2 школы, 3 детских сада, магазины и административные здания. И каждый человек, можно сказать, на виду. Валентина Викторовна Княжева живет здесь более полувека. Многие старожилы помнят ее родителей, а для некоторых людей среднего возраста она сама была воспитателем. Валентина Викторовна, почему вы выбрали педагогику? А я на примере, у меня тетя мои, одна заведующая сада, вторая тоже воспитатель, методист в садике. Как-то я приезжала в отпуск, приходила к ним на работу. Ну, не знаю, вот мне очень нравилось маленькими детьми. Во-первых, я всегда нянчила, у меня младшие сестры были, мне двоюродные. Я приезжала к бабушке, и я всегда с ними возилась, находила общий язык. Но это вот я очень хотела быть дошкольником. Объяснить не могу, почему. Именно это вот с детками маленькими работать. В 1974 году я закончила школу. В общем-то, школу я закончила серебряной медалью. Мне пророчили поступление в литературный или химический факультет, но я целенаправленно почему-то очень хотела быть воспитателем. Поехала поступать в Казахстан, не подала документы в пединститут, подала в педучилище. Конкурс был большой, я прошла. Родителям сказала, что я опоздала на экзамен в пединститут. Вот, отучилась в педучилище, приехала, устроилась на работу детский сад номер 9 Завьяловой Антонине Петровне. Это был мой как бы наставник. Я отработала год, но я была у них сменным, как бы этим, временно взяли. Меня год и 9 месяцев отработала. А когда открывался садик «Колокольчик» в 80-м году, я туда приглашена была Яна Валентина Михайловна, ушла работать воспитателем. Находила общий язык с родителями, с детьми. Как-то так, что дети меня слушались. Когда человек приходит даже в педучилище, вроде бы и училась хорошо, и закончила нормально, но без опыта работы, когда приходишь на любую работу, ты как слепой котенок не знаешь, что делать. А этот человек был, который, ну, она такая вот была вот сурковая, прям суровая такая, как бы казалось бы, но дети ее очень любили, я училась у нее именно вот отношению к детям. Дети, дошкольники, уже давно я не работаю в садике, этим моим детям уже давно за 40 лет. Но до сих пор некоторые даже поздравляют на 8 марта, и также неожиданно бывает такое, что и пишут, и даже с букетами цветов появляются. Так что до сих пор у этих детей уже есть дети. И у меня ностальгия по садику. Прихожу за садик за внучкой, но это мое, как бы мое. Никогда не хотелось поменять что-то? Нет, нет, вопрос не стоял об этом, нет. Это мое было, это моя работа была. Мне, и когда на заведование пошла, я и то старалась как бы на замену куда-то, что-то именно в группу пойти. Я очень долго отказывалась от заведования, потому что мне именно с детьми было интересно работать. Ну и методистом, с педагогами, потому что я любила эту работу. Руководящая получалась, как бы оценивали, но это было, ну, не всегда мое. Мне больше с детьми нравилось. Но как-то вот так сложилась жизнь, я всегда на какой-то руководящей. У каждого из нас в жизни были люди, оказавшие решающее влияние на наше развитие. Это и есть наставники, хотя мы их так и не называем. И большая удача, если встреча с таким человеком состоится. Надежда Николаевна Орешко до сих пор благодарна Валентине Викторовне, разглядевшей в бухгалтере педагога. И вспоминает. В 1987 году я приехала работать в районы Крайнего Севера с Украины. До этого я работала бухгалтером в городе Чернигове. По приезду я устроила ребенка работать устроила ребенка в детский сад, и с условием, что я поработаю младшим воспитателем в детском саду. И вот я устроилась в детский сад «Колокольчик» номер 2, младшим воспитателем на группу, где работала воспитателем Княжева Валентина Викторовна. Когда я пришла работать в детский сад, мне было очень страшно, молодая девчонка. Но Валентина Викторовна мне сразу сказала: ничего не бойся, все будет хорошо. И действительно, она такая улыбчивая, и мне сразу как-то так стало легко. Она стала мне помогать во всем.
Мы не делили работу воспитателя и младшего воспитателя. Когда нужно было ей, я ей помогала на занятиях. Когда нужно было мне, она мне помогала. Мы тогда работали по шестидневке. Вот. И шестой день, в субботу, у нас был уборочный, санитарный день. И вот мы работали очень дружно с ней на группе. Она есть хорошая хозяйка. И тогда приносила нам всякие вкусняшки. По магазинам-то ничего такого не было. Она наготовит пирожков, булочек. Вот. И мы, конечно, субботу как бы ждали не просто как рабочий день, а еще и день общения. И так мы проработали с ней 2 года, покуда я хотела уходить, но Валентина Викторовна сказала: давай-ка и собирайся и поступай учиться на воспитателя. У тебя все очень хорошо получается. И вот с ее подачи я, так сказать, получила новую путевку в жизнь. И в детский сад нужно было заведующую. Наш коллектив дружно рекомендовал Княжеву Валентину Викторовну. И на общем родительском и общем собрании коллектива мы решили и постановили, что Валентина Викторовна станет работать у нас заведующей. И вот под ее руководством я уже воспитателем работала в детском саду. Потом сад расформировали. Валентина Викторовна ушла работать в детский центр творчества «Пегас». Я перешла работать в 3-й детский сад. Но встречались мы довольно часто, потому как она была постоянным членом жюри в наших различных конкурсах. Я перешла в 3-й сад уже старшим воспитателем, поэтому опять нам по работе приходилось встречаться. Я ее приглашала, и она никогда не отказывала. Ну, что я скажу о Валентине Викторовне? Прекрасной души человек, прекрасный педагог, прекрасный профессионал. Она еще не только в жюри муниципальных конкурсов, она еще постоянный член действующей аттестационной комиссии. То есть она очень высокого уровня профессионал. Она очень общительная. Тогда же еще в то время мы работали по старым технологиям. Но Валентина Викторовна, она искала какие-то новые методы подходов. То есть через многие годы, когда у нас уже стал новый, введен был ФГТ и ФГОС, и только стали вводиться вот эти вот формы работы, когда дети должны были вести себя раскрепощено и непринужденно в обстановке, то тогда уже Валентина Викторовна использовала эти формы, новые методы. Ее очень любили и уважали родители. То есть она каждому ребенку она могла найти свой индивидуальный подход. Но и дети не чувствовали ее старшим по званию, так сказать, воспитателем, а больше как старшим товарищем. Она рисовала вместе с ними. Она тогда работала еще, помимо воспитателя, была председателем профсоюзного комитета. И приходилось тогда, помните, еще были эти стенгазеты. И вот Валентина Викторовна всегда рисовала эту стенгазету, и мы с детьми тоже сидели там, что-то подрисовывали. То есть не было такого, что вот не уходи, не трогай, не надо, не лезь. Нет, она всегда с ними общалась на равных. Поэтому, конечно, это очень большой плюс. Это потому, что это только сейчас вот такое равенство входит. А раньше тогда было, сидел за столом ребеночек и как бы... Свое поколение педагогов Валентина Викторовна называет людьми по-настоящему преданными профессии. Они не соблазнились перспективой заработка в других, более прибыльных сферах, а остались верны детям. Проработав 23 года в детском саду, она вот уже 23 года работает в Центре детского творчества. Педагог дополнительного образования, методист, наставник.
Ваши коллеги отмечают вашу работоспособность и методическую грамотность. Самая важная составляющая работы методиста. Ваша цель – совместное самосовершенствование, да? Я стараюсь отдать им знания, стараюсь поделиться тем, что я знаю, стараюсь, чтобы нацелить их на какие-то достижения, чтобы они повышали свой профессиональный уровень, то есть как бы веду их по профессии. Я так понимаю, что не надо их там гнобить, не надо что-то навязывать, просто каждому индивидуальный подход и выводить его, вести по этой профессии, и чтобы он тоже достигал каких-то результатов, значимость своей профессии понимал, ну, как-то так. Но я считаю, что у меня это получается, потому что вот у нас в коллективе у нас первая категория, у нас у троих педагогов высшая категория. Получить высшую категорию – это очень сложно. Молодые специалисты, которые отработали короткое время уже на первой категории, тоже как бы где с нажимом, где как, где под моим руководством. Ну, в общем-то, чаще под моим руководством, а с моей помощью и с их стараниями они повышают свой профессиональный уровень. Очень много сейчас бумаг, потому что поэтому педагогам, как бы хотелось больше уделять внимание, не всегда получается. Ну, проводим педсоветы, МО, в общем-то, я оказываю им практическую помощь, консультации, где-то как-то что-то надо, стараюсь оказать помощь. Антонина Прокопьевна Аярова, педагог дополнительного образования, поделилась мыслями о коллеге. Человек душа, человек хочет всегда всем помогать, хочет всегда всем посоветовать. А вот она свою работу умеет, она свою работу знает, и она всегда помогает нам. По работе так человек, он свою работу знает. А так, как вне работы, она очень хорошая мама, хорошая бабушка, всегда своим детям, внукам рассказывает, где они, как они, всегда переживает за них. Вот она вот такой человек сама себе вот. А вообще, как вы думаете, вот она счастливый человек, по вашему мнению? Мне кажется, очень счастливый человек. Если бы она не была бы счастлива, она так долго с нами не работала бы. Столько не работают люди. Ей эта работа нравится ей. Это ее профессия. Она хочет работать, поэтому она до сих пор. Другой человек не хотела бы, она уже уехала бы своим внукам, своим детям. Она до сих пор с нами, держится с нами, и она нас еще до сих пор учит, нам и помогает всегда. Как человек активный, Валентина Викторовна не остается в стороне от дел общественных. Много лет является председателем участковой избирательной комиссии. Даже имеет благодарность президента России и председателя ЦИК Федерации. А еще она прекрасная мама и заботливая бабушка. У нее 2 взрослых детей и 5 внуков. Вспомните самый счастливый день в вашей жизни. Самый счастливый мой день в жизни – это, можно сказать, как? Это рождение моего первого внука. Почему, я объясню. Потому что, по состоянию здоровья у меня был приговор в том плане, что я не проживу очень долго. В общем, серьезное заболевание, мне шансов не было. Сказали, что нет, 4-я стадия была. Шансов не было никаких. Сказали жить, это мне было 38 лет, мне сказали жить, мне осталось 1,5 года. Максимально. Естественно, что я не дождусь. Естественно, что ни внуков, никого, никак. И проходит 2,5 года, у меня рождается первый внук. Вот это как бы для меня было что я поняла, что я буду жить, и многое зависит от меня. Вот это было... Счастливых много дней было. У меня 5 внуков, у меня работа складывается. У меня очень хорошие дети. Много-много счастливых. А это был какой-то вот этот толчок к жизни. Счастлива? Да. Я считаю, да. Я состоялась как бабушка, как мама. Я же говорю, у меня хорошие дети, у меня хорошие внуки. У меня все хорошо. Я для внуков я не то, что я могу, для внуков я как та подушка. Они со мной делятся, и в первую очередь со мной, а потом с родителями. Как-то так сложилось. А чего бы еще хотелось? Пожить. Пожить. И поработать, да? Естественно. Иначе нет. Это работа, это жизнь. Жизнь – это работа. По-другому никак. Сколько помню свою бабушку, все детство она меня кормила вкусными пирожками,
Она у нас вообще очень добрая, хорошая, всегда поддержит, поймет. Мы ее с остальными внуками называем бабочка, потому что она такая же у нас позитивная, легкая. Все жизненные трудности, все жизненные трудности она с улыбкой проходит. Я ее очень сильно люблю, она для меня очень много значит. Она всегда меня поддерживала с самого детства, всегда была рядом. Она самая лучшая бабушка в мире. А кроме работы вы что еще любите? Я очень люблю цветы, лето, теплица. У меня нахожу занятия, что... Сейчас так сложилось, что не все могу рукой, а очень много цветов. Вот все сейчас в Пегасе, которые цветы, это когда-то, когда случилось с моим домом, были привезены сюда. Это самая теплица, сажу теплицу, у меня там море цветов на теплице. И с внуками провожу, выезжаем на природу постоянно, я как-то гуляю с внуками, вот как-то так. Ну, вкусняшки готовлю, естественно, потому что бабушкины пирожки незаменимы, как они говорят, так что как-то так, собираемся. Сейчас, хотя и живу отдельно, но выходные мы все равно всегда вместе. Туда приезжаю на материк, там вообще как в раю тоже, потому что свой дом, внуки, дети, родня. Время летит, и, в общем, я вот в общении с ними. Для вас важно общественное мнение? Не знаю, может быть, наше поколение такое, может быть, я так воспитана была. Мне всегда почему-то, что люди скажут, как ты выглядишь, как ты ведешь, как ты делаешь. Не то, что люди скажут, как подумают, как что-то. Вот старалась, наверное, чтобы быть лучше примером, чем так вот по жизни. Ну да, нас так воспитывают. Нас, наверное, такое воспитание. И в семье так, и для внуков я, например, говорю, что вот родительский дом. У нас в Казахстане получилось как? Умерли родители, дом, коттедж, остался дом. Живет сейчас там сын, но это дом родительский. И в понимании вот и Кати, и всех, и вот внуки, которые уже не живут, это родительский дом. И я приезжаю, я собираю всю туда родню. Они говорят, вы связывающее звено, потому что я собираю тетушек своих, все, где остались сестры двоюродные, что это родительский дом, что это гнездо. Это вот начало-начал. У нас это есть. Что именно сохранили как родительский дом. Это очень много значит, когда тебе есть куда приехать. Когда понимаешь, что это вот твое родовое. У внуков, у детей это тоже есть. Потому что вот так мы живем. Я постаралась вложить туда и материальное, и всякое разное, но чтобы сохранить. И почему именно старшему сыну? Потому что он там жил, он жил со стариками, с родителями, он ухаживал за ними. И так решили, что он сохранит это гнездо. Что только он сохранит. Мы приезжаем туда как домой. И Катя приезжает туда со своей семьей. Мы приезжаем туда домой, не в гости. В год педагога и наставника мы познакомили вас с очень интересным человеком. Она руководитель методического объединения, является экспертом многих групп, в том числе по проведению процедуры аттестации, работает в профсоюзной организации учителей, имеет звание почетный работник сферы образования России, отличник образования республики, ветеран труда России, множество грамот и нагрудных знаков. Грамотный профессионал, опытный методист, ответственный руководитель, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Центра развития детского творчества «Пегас». Трудно назвать в нашем педагогическом сообществе Микунского района человека, который бы не знал ее имени. Вот лично я знаю Валентину Викторовну уже 28 лет. Я горжусь, что в нашей сфере работает такой замечательный педагог, наставник, методист, руководитель. В течение многих лет она выполняет функции муниципального эксперта по рассмотрению аттестационных материалов на высшую и первую квалификационные категории педагогических работников образовательных учреждений нашего Северного Аймикунского улуса. Валентина Викторовна обладает уникальной способностью мобильно корректировать профессиональные навыки педагогов, методически сопровождать, подсказывать.
направлять. Благодаря ее эрудиции, профессионализму, грамотному методическому сопровождению многие педагоги достаточно качественно оформляют свои аттестационные материалы, добиваются достойных результатов и получают желаемый успех. Валентина Викторовна – наставник с большой буквы, обучает личным примером, практически передает свои профессиональные знания и навыки. Работая рядом с Валентиной Викторовной, понимаешь, что профессия педагог, методист – это все-таки служение и в какой-то мере даже миссия. Она имеет творческие навыки, обладает талантом быть неповторимой. Я убеждена, что наставник – это благородная и трудная миссия, ведь она требует от человека неустанной работы, постоянной мысли, огромной душевной щедрости, любви, безграничной преданности выбранному делу. И чтобы обучить другого, требуется куда больше ума, знаний, чем тогда, когда сам учишься. Все это присуще Валентине Викторовне как талантливому методисту. Валентина Викторовна, вот мне интересно еще и как человек. С ней интересно беседовать. И она продолжает совершенствоваться, она все время работает над собой. Она повышает свою квалификацию через курсы повышения квалификации, через личное самообразование, через личностный рост. Она находится в постоянном взаимообучении с теми, с кем рядом работает. Мотивирует, передает компетенции, раскрывает потенциал, дает при желании обучаемого, наставляемого советы. Я достаточно давно знаю Валентину Викторовну, ценю ее и очень дорожу общением с ней. Дорожу тем, что мы часто совместно с ней выполняем единую работу. Внешняя, внутренняя культура Валентины Викторовны, ее удивительное обаяние. Она симпатична, она интеллигентна, она выдержана, толерантна. Поэтому с ней, наверное, желание работать возникает не только у меня, но и всех тех, с кем она, если суждено работать. Работает она на высокий качественный результат. И все то, что я перечислила выше, является слагаемыми успеха нашей Валентины Викторовны. В этом году и вообще в жизни, я ее знаю давно, и хочу пожелать ей прежде всего крепкого здоровья, активного долголетия. И хочу надеяться на то, что она также будет востребованной, потому как она нам нужна. Мы гордимся, что она в нашей сфере работает. И хочу отметить, что она еще и замечательная мать, бабушка. Поэтому все эти качества Валентине Викторовне помогают быть достойным человеком, достойным наставником в нашей сфере.